Давно это было. А ну-ка, пригласи-ка сюда охотника. Да как можно быстрее. Слышишь меня? Хорошо, сейчас позову. Слушай, охотник, одна из наших очень сильно приболела. Приходило много местных лекарей, никто ничем помочь не смог. Говорят, это под силу только пещерной ведьме. Сходи-ка за ней. Хорошо, попробую позвать ее. Вот так вот охотник отправился к Сухим горам за пещерной ведьмой. Здравствуйте, уважаемая. Кто это приперся сюда? Это я, охотник, со стойбища у Зеленого леса. И зачем это я понадобилась вам? Нужна ваша помощь. Одна из наших очень сильно приболела. Ничем не могу помочь. Не видишь, сама слегла. А чтобы поправиться, мне нужно испить березового сока с дерева, которое распустится и расцветет только на полчаса, если его полить серебряным кувшином, что давно стоит на одинокой скале. Вернувшись в стойбище, охотник рассказал всем жителям все, что услышал от пещерной ведьмы. Как ей помочь? Даже не знаю. Ну что ты ревешь? Тут слезами горю не поможешь. Давай-ка лучше сами отправимся на поиски этого серебряного кувшина до этого волшебного дерева в сухом лесу. У нас получится. Ты уверен в этом, Айбек? Конечно, уверен. Пошли. И вот так вот Айбек с Айсулу отправятся в путь, где долгое время будут в дороге. И там, и там, и там, везде горы Айсулу. Где искать эту одинокую скалу с этим серебряным кувшином, а? Даже не знаю, Айбек. Но кто ищет, тот всегда найдет. Да, ты прав. Идем. Смотри-ка, чье-то гнездо на камнях. Бедные яйца на такой жаре. Да уж. Эй, погляди, летучие мыши летят. Они сейчас разорят гнездо. Прикрой-ка быстрее яйца, а я возьму вон ту палку. Пошли вон отсюда. Непонятно вам, что ли? Все, можешь вставать, Айсулу. Их уже нет. А это хозяйка гнезда, видимо. Наверное. Один, два, три, четыре. Все яйца на месте. Удивительно. Каждый год в мое отсутствие эти проклятые летучие мыши съедали весь мой выводок. Кто вы и как здесь оказались? И Айбек рассказал, что они ищут серебряный кувшин. А это тот кувшин, что стоит на одинокой скале, блестя на солнце и поджидая нас. Дети, вам несказанно повезло. Я знаю, где это. Ты, Айсулу, останься у гнезда и охраняй яйца от этих летучих мышей. Хорошо? Будет сделано. А ты ступай за мной, к кувшину. Вот он, лови его. Все, поймал. Кувшин в моих руках. Спасибо тебе, птица. Всегда пожалуйста, детки. И вам спасибо, что сберегли мои яйца. Да не за что, птица. Вот водопад.
Здесь наберем воду. Остается найти только эту березу. Хорошо, будем искать ее. Здесь только ели. Пойдем, наверное, в лес. Да где же эта береза? Битый час уже ищем. Так и не нашли эту березу. Что же теперь будет с мамой? Эй, что это вы здесь все слезы льете, а? И тут Айбек поведал, что ищут березу. Здесь вы ее не найдете. Не видите, что ли, что все деревья одинаковые? Спускайтесь под землю и найдите белый корень. Это корень березы. Ай, спасибо тебе, длинноухий. Всегда рад помочь вам. Опустите этот корень в ваш кувшин с водой. Хорошо, длинноухий. Вход в подземелье. Вот они, корни деревьев. Надо найти белый корень. Вот он, Айсулу, белый корень. Побежали. Всю воду впитал этот корень, Айсулу, вплоть до последней капли. А теперь быстрее наверх. Вот она, наша береза, Айсулу. Быстро наберем сока. Через полчаса она завянет. Наполнив кувшин соком, дети отправились к пещерной ведьме. Что это вы мне дали? Как вы и просили, березовый сок с сухого леса. Вот это вы меня подлечили. Вот, спасибо вам, детки. Твоя мать приболела, да? Да, уже несколько дней. Ведите меня к ней. Эй, как ты себя чувствуешь? Спасибо, очень хорошо. Ну так вставай, что разлеглась-то? Сейчас чуть-чуть окрепну. В тот же день мама девочки поправилась. Вот такая сказка случилась в Кыргызских горах.